Ассалам алейкум. Эй, вставайте. Вон уже сколько времени. Уже почти 5:30 утра. Вставайте. Где подписчики? Нет подписчиков. О, есть один. Так, сейчас я его прочитаю. О, Алхамдулилlah. Так, Алхамдулилlah. Сразу 15 человек. Утром вставать очень полезно. Надо вставать на молитву. Вообще, совет всем, кто днем будет смотреть, те, которые проснутся в 7-8 часу утра, вам один очень большой совет. Наберите в поисковике, как говорится, загуглите фразу «лучшее время для сна». Лучшее время для сна. Забейте, и там прочитаете очень много интересного. Вот именно, кто рано встает, тому Аллах дает. Вот именно. Лучшее время для сна. Забейте, там будут разные статьи. Возьмите эти несколько статей хотя бы, прочитайте. И там будут такие интересные вещи. Я прочитал такие научные, как бы, исследования, что ли, что в природе есть какие-то энергии, которые где-то начиная часов с 9 ночи, 10 и далее до 12 ночи, эти энергии получает только человек, который спит. И есть энергии утренние во время рассвета, перед рассветом и во время рассвета. Тоже в природе энергии, о которых говорят там ученые, я не знаю на каком уровне, но я много про это читал, которые получает только человек, который бодрствует. И вот получается, как обычно, что наука только-только до этого доходит, а религия наша давно это уже объяснила, о том, что Всевышний Аллах предписал людям вставать на утреннюю молитву еще до рассвета, молиться и не ложиться спать, пока не настанет рассвет. Помните, не ложиться спать, пока не настанет рассвет. Это очень важно. Дальний Восток, конечно, у вас, конечно, совсем все по-другому. У вас сейчас уже вторая половина дня идет. Вот, поэтому все очень элементарно. Надо придерживаться того, что написано в Коране. И просто-напросто с каждым днем ученые, скажем так, то есть человеческий фактор, потихоньку людям открываются те, как это правильно будет сказать, те законы, которые Всевышний предписал людям. Вот такие вот дела. Так что вставайте пораньше. Пейте утром воду, особенно воду с медом и с лимоном. Вообще будет очень хорошо. Вот такие вот дела. Мне, к сожалению, на ходу снимать нельзя. Плохой пример буду подавать. Но вот такие дела. Алма-Ата, солнышко, выглянула и сказала мне ассалам алейкум, просила всем передать салам. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Вот такие дела, в общем. Дал эту был Масейра.
Всем удачного дня, доброго утра. Так. Я подходил к тебе в аэропорту в Грозном летом. Ты, наверное, не помнишь, но я помню. Так. А сейчас мы пойдем заправляться, я надеюсь. Я надеюсь. Сейчас узнаем, спят ли автозаправщики. Так, где-то у меня были деньги. Я исполняющий обязанности, я не мэр. Так. Я исполняющий обязанности. Люди. Салам алейкум. 95-й до танца, литров 20. Машина, да, хорошая. Нет, бензин у нас, к сожалению, не дешевеет. Что бы ни случилось. Все, берешь. Так, до Ишан. Да, ой, Камри уже. Сахала, самая гармат сахала. Очень давай. Пошел. Иса книг шахляс лиц хайм пойдя. Ты книг. Эла книг шпадик дичь. Ас дуки яша. Так, я много читал с детства. Был книголюбом. Эфир вообще ни о чем. Просто так эфир и все. Ты, когда много-много читаешь, я думаю, тебе даже правила не обязательно учить. У тебя получается так, что ты запоминаешь, зрительно запоминаешь все моменты, которые... Так, сейчас, секунду, а то что-то плохо работает. В общем, ты когда много читаешь, у тебя как подсознание запоминает зрительно все моменты, которые
написаны. И ты, получается так, что учишься писать без ошибок. И это очень... Ты, получается так, что пишешь почти без ошибок, если ты много читаешь. Вот молодым людям это совет. Вот такие дела. Так, ну мне ехать надо. Поэтому я отключаюсь. Кстати, идея появилась. Было бы неплохо, по крайней мере, у себя на работе перенести время работы с 6 утра до 2 дня. Вот как раз 8 рабочих часов. И это, чтобы в 2 часа люди, когда уже могли заниматься своими личными делами, семьей, саморазвитием, походами, проводить время, хорошо общаться. Все, адеквел, да, это был Масера. Попозже еще выйду в эфир.